Это рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Дмитрий Тымыров. Здравствуйте. В Жиганском районе прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве на охоте. ЧП произошло в марте этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Прокурор Жиганского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя села Баканай. Он обвиняется в совершении убийства. По версии следствия, обвиняемый в начале марта 2021 года вместе со своим односельчанином направился на охоту на боровую дичь в окрестностях села, в ходе которой в результате совместного распития алкогольных напитков между ними произошла ссора. Впоследствии обвиняемый, воспользовавшись тем, что потерпевший уснул, взяв самозарядный автоматический карабин, произвел спящего не менее 11 выстрелов с близкого расстояния. Потерпевший скончался на месте происшествия от множественных огнестрельных ранений головы, шеи и грудной клетки. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В Якутии пресечена попытка распространения синтетического наркотика в крупном размере. Об этом сообщается на сайте МВД России по региону. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха-Якутия задержаны двое мужчин 24 и 25 лет. Задержанные прибыли на территорию республики из одной из стран ближнего зарубежья специально для незаконного сбыта наркотических средств. У одного из них был изъят телефон, в котором обнаружились сведения об обнародованных тайниках на территории города Якутска. Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили пресечь еще один канал распространения синтетического наркотика, происхождение которого подтвердила экспертиза. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». С наступлением лета в Якутске участились случаи велосипедных краж. Так, в Якутске мужчина за сутки похитил сразу 2 велосипеда. В полицию города Якутска с сообщением о краже обратились владельцы 2 велосипедов. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к противоправным действиям причастен один и тот же мужчина. Оба велосипеда, по его словам, не были пристегнуты замком безопасности, что и позволило ему совершить кражу. Один велосипед он успел сбыть, второй нет. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Ранее судим? Ранее судим. 158-я, 3. 226-я, 1. И 166-я, 1. И там кое-что посмотрел. Там велосипед, и она открыта была, и я поехал с ним, вот с этим велосипедом, и там велосипед без замков было. Она вот находилась, короче, сам собой замков, и на свободное движение было. Я взял покатиться и поехал дальше. И все. В Якутии вынесены приговоры по незаконному обороту алкогольной продукции. Так, по 400 тысяч рублей оштрафованы по приговору суда предприниматели из города Нерюнгри. Напомним, что ранее сотрудниками подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции отдела МВД России по Нерюнгринскому району были выявлены партии контрафактной алкогольной продукции, принадлежащие 2 предпринимателям. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Нерюнгринскому району, направленных на установление лиц, причастных к незаконному обороту контрафактной алкогольной продукции и установление места ее хранения, был задержан местный житель города Нерюнгри. В ходе проведенного осмотра гаражного бокса, принадлежащего данному гражданину, изъято 16 463 бутылки общим объемом 8231,5 литра. В том числе в помещении данного гаражного бокса изъята табачная продукция с признаками контрафакции марки «Винстон». Всего изъято 6500 пачек.
Прокуратура Алекминского района с привлечением специалиста администрации района провела проверку соблюдения требований законодательства о ценообразовании. Установлено, что в 4 продуктовых магазинах города Алекминска имеет место факты завышения предельных торговых надбавок на такие социально значимые продовольственные товары первой необходимости, как подсолнечное масло, мука, сахар, макаронные изделия, овощи и фрукты. В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес предпринимателей представление, а также инициировала возбуждение в отношении них дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования цены на продукты приведены в соответствии. В том числе на отдельные социально значимые продовольственные товары они снижены на 15%. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и своих близких.